Добрый день, уважаемые участники конференции. Сегодня здесь мы с вами собрались поговорить и обсудить деятельность казахского политического деятеля Мустафы Шокая, посвятившего всю свою жизнь идее туркестанского единства. Мустафа Шокай на самом деле является великой личностью, и его разница от алашской элиты заключается в том, что он вел борьбу против советского режима, находясь в эмиграции. Свой путь он прошел через Кавказ, Баку, Грузию, Турцию, Германию, Францию и участвовал во всех важных мероприятиях, оставив с собой огромное наследие. Мустафа Шокай разоблачил империалистическую сущность большевизма. Находясь далеко от родины, он внимательно следил за всеми процессами в стране, писал о текущем состоянии дел в Туркестане. Мустафа Шокай противостоял империалистическому режиму, используя конкретные аргументы и факты при помощи большевистских же документов. Сегодня здесь присутствует много ученых, историков из Франции, России, Кыргызстана, Узбекистана, исследовавшие жизнь и деятельность Мустафы Шокая. Среди них особенно много зарубежных представителей научного мира, авторов диссертационных работ, книг и статей в отношении великого казахского деятеля, борца за свободу всего тюркского мира. Мы уже знаем мнение отечественных ученых про деятельность Мустафы Шокая. Поэтому в настоящее время нам особенно интересно видение наших зарубежных коллег. Господин Шокаев заложил базу для общего понимания судьбы тюркских народов в 20 и 21 веке. Не политика, не то, что в мировую политику, кстати, тоже, потому что это гораздо важнее, чем конкретные государственные образования, особенно того времени. Да, сколько там было республик. Речь идет о создании национальной культуры, о закладывании основы национального общества. Не государства, а общества. Государство тоже создавалось с его участием. Но в первую очередь превращение культуры отдельных групп и национальных образований в культуру единого народа, это во многом заслуга человека, о котором мы сегодня говорим. Он для этого сделал много и как ученый, и как профессиональный политик. Понимаете, есть то, что ржавеет, и то, что не ржавеет. Вот нержавеющая часть его наследства – это самое важное. И оно останется не только в истории казахского народа, киргизского народа, но останется и в истории России и Советского Союза, потому что Советский Союз ведь тоже был не просто некой страной, недаром же так корректно наш герой относился к России. Не просто страной, которая объединилась с Казахстаном, мы вот были единой страной какой-то период времени. Да? Шокай – это был тот человек, который эту интегральную культуру создавал. Более глубинный этап, я думаю, он ждет своего исследователя. И, может быть, сейчас это даже важнее любых политических каких-то конкретных вещей. Его письма отражают всю тюркскую миграцию, всю его историю. Вся деятельность тюркского освободительного движения координировалась Мустафой Шокай. Важное открытие архивистов и исследователей, которое до сих пор еще мало известно, заключается в том, что Мустафа Шокай не сотрудничал с нацистами в концлагере. Соответственно, не имел связи с фашистским режимом. В судьбе Мустафа Шокая отразилась сложная и противоречивая история народов Средней Азии. Я с уверенностью могу сказать, что в Азербайджане произносят его имя с восхищением, гордятся им как героем всего тюркского мира. Сегодня здесь присутствует доктор исторических наук, профессор Института востоковедения Российской академии наук, известный ученый Кадырбаев Александр Шайдатович. Слово предоставляется ему. Ну что, в общем-то, тоже подчеркивает его роль. Роль Мустафы Шокая только в истории Казахстана, но и в истории вообще всей Центральной Азии. То есть он был как бы человеком, в общем-то, его трудно, так сказать, только в казахстанских рамках рассматривать деятельность этого человека. Вот. Он имел, его значение было, в общем-то, для всех народов Центральной Азии. Советская пропагандистская машина создавала героев и монстров с помощью преувеличений и зачастую лжи. Казахстанский ученый и активист Мустафа Шокай является ярким примером того, как эти пропагандистские машины работают. Его имя и наследие
только сейчас начали пересматриваться. В Национальной академической библиотеке прошла международная научно-практическая конференция под названием «Наследие Мустафы Шокая в отечественных и зарубежных исследованиях». Во встрече приняли участие исследователи из Франции, Башкортостана, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана и Российской Федерации, в ходе которой отмечалось, что жизнь и деятельность Мустафы Шокая является бесценным наследием не только казахского народа, но и всего евразийского пространства и тюркского мира в целом. По данным архивистов и историков, в эмиграции Мустафа Шокай писал статьи о необходимости сплочения тюркского народа, его политической, экономической и культурной жизни. Он никогда не делил людей по расовым или национальным признакам, как и никогда не был увлечен националистическими идеями, как это представляла себе советская история, и тем более никогда не сотрудничал с фашистами. Таким образом, можно считать, что создание туркестанской автономии явилось первой попыткой самостоятельного национального строительства в Центральной Азии, а ее лидер Мустафа Шокай — великий борец за свободу своего народа.